Эта политика такая у главы Республики Башкортостан Радия Хабирова – создавать условия и строить площадки для развития бизнеса. Поэтому в регионе появляются территории опережающего социально-экономического развития и особые экономические зоны. Есть и индустриальные парки. В одном из них, Уфимском, в 2021 году открыли довольно большой производственный комплекс. У резидентов здесь достойные условия, налоговые преференции и льготные арендные ставки. Радий Фаридович, сотый инвестчас? Да. Идем? С какими чувствами? Да. Хорошими чувствами. Добрый день. Ладно, 2 минуты, прежде чем пойдем. Презентационный ролик. Индустриальный парк Уфимский – это 300 гектаров площадок для предприятий различных отраслей. Полным сопровождением проектов резидентов занимается управляющая компания Индустриального парка Уфимский, Корпорация развития Республики Башкортостан. Добро пожаловать в Индустриальный парк Уфимский! Помимо промышленных площадей мы еще здесь построили офисные помещения для того, чтобы создали всю инфраструктуру, для того, чтобы было комфортно работать бизнесу, который замечает свое производство. Полностью создали систему безопасности, видеонаблюдения, пожар, все на современном уровне. Что вы тут видите? Как люди работают? Все видим. 28 камер по всему периметру в помещениях. Сколько денег сюда? Всего около 700 миллионов. Квадратный метр сколько получается? Да, Здравствуйте. 19 тысяч производственных помещений и порядка 5 тысяч, ну, сюда уже, порядка 5 тысяч офисных. Производственные корпуса, 2 одинаковых. Здесь вот эта часть занята компанией УТЭКа. Сейчас они презентуют это нефтегазовое оборудование. Вот у них часть они модульную представили. Компания Протект, тоже в нефтегазовой сфере. Это компания УТЭКа. Добрый день. Мы молодая компания, зовут меня Латып Уфирик, я директор организации УТЭКа. Вот мы с 2016 года работаем, потихонечку растем. Наше направление деятельности – это нефтегазовое оборудование, то есть мы занимаемся и проектированием, и поставкой технологического оборудования. Переходим на более сложные технологические установки. На сегодняшний день у нас 59 человек. Каждый год растем, рабочие места создаем. Шасси где берете вы? Шасси это уникомовское. Ну то есть вы покупаете, да? То есть вот это изделие вы делаете, да? Мы раму делаем, расчет. Раму тоже делаете, да? Развесовку по осям, да, а оси, получается, покупаем. Соответственно, там они доделают и паспорт транспортного средства оформляют. Совместно получается. А здесь какие процессы происходят? Что это такое? Это мобильная емкость на шасси объемом 20 кубических метров. Это часть передвижного комплекса по исследованию скважин. Как бы основной уже отгружен заказчик, вот последний элемент остался, ждет отгрузки и как раз продемонстрировать. Это целый караван получается, да? Караван. Что исследование, чего происходит, на что? Исследуют дебет скважин. Понятно. То есть Уренгойском нефтегазовом. То есть, по сути, запас какой, да? Вам здесь комфортно? Здесь вы тоже заякорились, да? Да, заикарились. Сколько вы взяли здесь? 4000. 4000. Ну, условия устраивают, комфортно? Да, ждем окончательного открытия и Ну все, вот сегодня мы старт дадим и работайте. Спасибо. Спасибо. Следующая компания Протект. Они чуть поменьше, вот у них образцы есть того оборудования. Это же металлообработка, да? Да. У нас молодая компания, на рынке всего 2 года. Планируем, уже оказываем услуги по металлообработке для сервисных компаний, как для российских, так и для зарубежных. Плюс в рамках импортозамещения мы производим оборудование внутрискважинное. Это тоже газодобывающий, да? Да. Нефтегазодобывающий. Контракты есть у вас уже, да? Да, есть. Здесь сколько вы арендовали? 600. Хватает вам? Пока да, дальше. Комфортно? Да, спасибо. Поздравляю. Третья это компания Азимут, завод по производству красок холодного пластика питательного. Метущаяся душа, да? Да. Добрый день.
Оренбуржцы решили стать уфимцами. Да. Явный Все-таки пример. не хотите. Значит, Где ваша территория-то здесь? Наша территория, вот все там. соседнее здание полностью. Вот сейчас мы по временной схеме размещаемся на том производстве в соседнем здании. Значит, оборудование, статус производства какой? Мы ждем завершения работ. Оно до конца года будет закончено, я имею в виду, в таком состоянии. Вот, оборудование у нас уже все завезено, и мы начинаем с 1 января монтаж оборудования. Срок запуска завода к 1 апреля, к строительному сезону, к дорожному сезону. Значит, на данном предприятии будет 56 сотрудников. Почему так мало? Потому что производство полностью автоматизированное. Вот, и, соответственно, здесь будут работать в основном инженеры, лаборанты, нерабочий персонал. Вот, мощность производства 10 тысяч тонн, это эквивалент 1,5 миллиарда рублей выпускаемой продукции. Потребление республики оно будет закрыто, естественно, на 100%. Уровень потребления республики сейчас 700 тонн дорожной краски и холодного пластика. Ну, я понимаю, что в связи с ростом дорожной инфраструктуры однозначно будет рост потребления дорожной разметки, ну, как минимум втрое я вижу, а это 2000 тонн. А мощность производства 10 тысяч тонн. Значит, соответственно, это будет реализовано на соседний регион, на страны ближнего зарубежья и, естественно, там, какие-то международные арены. Данное производство – это выпуск дорожных красок и холодного пластика. Так вот, в сегменте узкоспециализированного предприятия, которое будет выпускать только данный тип продукции на дорогу, это единственное будет предприятие такого уровня. Соответственно, все головы, которые здесь будут заняты, инженеры, они будут работать только в направлении повышения технологий и качества дорожной разметки, а не всех видов красок, которые можно выпускать. У нас 1 марта окончание монтажа срок и месяц на пусконаладочной работы уже на само производство. Вот это уже готовая продукция, то есть у нас оборудование уже собрано в другом просто месте, и мы уже отрабатываем производство. Вот, поэтому это уже готовая продукция с нашим логотипом, брендами. А на экспорт пока нет у вас, да? На экспорт пока мы производим только термопластик, это в Оренбургской области. Вот, но так как опыт у нас уже есть и есть все сертификаты, здесь у нас сертификаты тоже получены международные уже, соответственно, мы будем налаживать связи и работать на экспорт тоже. А холодный пластик, у него долговечность какая? Такая же, как термопластик? Да, горячий? год. Да. Год, да? Краска, она менее устойчива, но пока от нее уйти невозможно в связи со стоимостью, так как она самая низкая. Вот холодный пластик, вы держите в руках, да. Он такой же, как термопластик. А вот это крупинки есть? Стеклошарики. Да, Это вторая очередь производства, которую я буду также реализовывать здесь, производство вот этих вот микростеклошариков. Это дополнительно нужно будет площадь? Да? Нет, то есть хватит, внутри, да? Хватит, да. Хорошо. Спасибо. Ильич, это вот как раз то сельхозпредприятие, производство сельхозоборудования. 12 августа мы инвестчасе выдали поручение локализовать это производство здесь. Это агро... Они были на агрокомплексе, после поручения был инвестчас, и они уже здесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы приветствуем участников церемонии технического открытия производственного комплекса индустриального парка «Уфимский». Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, на сегодняшнем мероприятии присутствует глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Рустам Хамитович Муратов, генеральный директор корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Шамилевич Габасов, а также представители управляющей компании, резидентов, подрядных организаций и средств массовой информации. Внимание, слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемая Вероника Олеговна, у нас действительно сегодня очень приятный день. В рамках Международной недели бизнеса мы открываем долгожданный индустриальный парк. В целом у нас в республике 11 индустриальных парков, 18 технопарков. И вообще в целом мы, мне кажется, создаем разветвленную структуру поддержки бизнеса. Долго ждали, получилось, на мой взгляд, симпатично. Мне кажется, вот современные предприятия наши производственные должны быть вот такими, чтобы здесь было приятно работать, комфортно работать.
При этом хочу сказать, что практически все наши индустриальные парки заняты на 90%. Это хороший показатель, но он ровно говорит о том, что нам нужно уже сейчас начинать строить новые парки. Это точно. Я с большим удовольствием поздравляю компанию «Артагра». Мы с вами знакомы, вместе работали уже, мне кажется. Я очень хотел вас поблагодарить за вашу оперативность. Большие молодцы. Но надеюсь, вам здесь будет комфортно, вашим коллегам, вашим работникам будет здесь тоже приятно работать. Удачи, благополучия. Мы всегда плечо подставим. Спасибо. Спасибо, Ради Фаридович. Слово предоставляется первому заместителю премьер-министра правительства Республики Башкортостан Рустаму Хамитовичу Муратову. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемая Вероника Олеговна, Андрей Геннадьевич, я от большой команды тех, кто участвовал в этом большом проекте, хочу поблагодарить прежде всего, Ради Фаридович, вас за то, что в 2018 году вы вышли с инициативой создания эффективной инфраструктуры для реализации бизнес-проектов. В 2019 году Федеральный центр объявил об этом конкурсе, и в 2020 году мы выиграли. Этот проект, отрадно понимать, что еще в апреле 2020 года здесь был пустырь, а сегодня это одна из первых инновационных площадок для реализации бизнес-проекта. Все компании являются экспортно ориентированными. Со своей стороны благодарим первых резидентов, компанию «Артагра». Желаем удачи в реализации бизнес-проекта. Со своей стороны готовы повсеместно поддерживать реализацию проекта и с точки зрения преференций и мер государственной поддержки, ну и выхода на внешние рынки. Как говорится, с Богом. Спасибо, Рустам Хамитович. Ну а сейчас слово предоставляется директору компании «Артагра» Артуру Хусаиновичу Абдюшеву. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемая Вероника Олеговна, уважаемые гости, друзья, сотрудники нашей компании. Хотел бы поблагодарить за этот проект, за эту возможность, которую вы нам дали. Мы, как представители малого бизнеса и очень творческие ребята, хотим быстро все это реализовать, найти хорошие проекты, хорошие продукты для нашего потребителя. И спасибо вам большое, что мы все это уже начали воплощать совместными силами. Спасибо ребятам с корпорации развития, которые нам всячески помогают и быстро вопросы решают. Буквально за несколько минут все вопросы решались. Всем хотел пожелать крепкого здоровья и всем огромное спасибо. Спасибо вам. Поздравляем, Артур Хусаинович. Для церемонии запуска производства компании «Артагра» приглашается глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина. Ваши аплодисменты. Ну что же, поздравляем. Поздравляем, Артур Хусаинович, и вас. Ну и, уважаемые дамы и господа, сообщаем вам о том, что прямо сейчас мы приглашаем вас на осмотр площадки резидента, после чего состоится юбилейное 100-е заседание инвестиционного комитета в формате «Инвест-час». Спасибо всем за внимание. Поздравляю. Спасибо. Большое спасибо. Александр, давай. Не верите. Спасибо, ребятки, вам большое. В данный момент мы делаем одну из деталей для зернотранспортного оборудования. Вот в данном случае она представлена, это семенная нория. Сейчас он нарежет, берет. Потом хотел бы показать то производство. Вы, в принципе, его видели на выставке, но мы его доработали. На выставке мы только его внедряли. Берут? Конечно, берут, конечно. да? На выставке только его внедряли в производство. Но в этом году мы прошли испытания, поставили нескольким фермерам. И там, где была засуха, поставили, да? Где была засуха, у них они получили урожай. Да? А за счет чего? Вот? За счет веса. То есть суть заключается в том, что у нас сюда тяжелые зерна поступают, но по размеру они все одинаковые. Туда идут легкие, а сюда идут тяжелые. А тяжелые они как более дети, стойкие. Как дети тяжелые, им легче. У вас какое-то конструкторское бюро свое есть, да? Или что? Да, у нас свои конструктора, мы уже взяли в штате, все вместе думаем, все мозгуем, ездим по выставкам, смотрим, и вдохновляемся чужими
европейскими, Никого не американскими. пускайте тогда. Последняя выставка была у нас Казахстан. Октябрь Да, мы ездили. 21 года. Были с 23 по 26, да, у нас соглашение подписано о том, что мы будем поставлять зерноочистительные машины на реализацию в Казахстан. А сколько у вас заказы есть какие-то? Нет? Есть, да? Заказы есть, да, у нас помимо этого же строительства, ну, теперь помимо той стройки, что раньше ввели, мы чужое оборудование монтируем, теперь мы полностью только наше оборудование монтируем. Ну, люди довольны, пока мы сегодня с утра ехали, еще 2 заявки поступило. Монтажа сами делают полную, то есть хозяйство заходит и полностью отработает. А вы сколько здесь взяли квадрат? Здесь 744 квадрата. Небольшой вы взяли, да, вам пока хватает. Да. Нам этого достаточно. Мы рассчитали на конвейерную сборку, рассчитали, чтобы все делать быстро, максимально делать быстро. Что-то мы на аутсорсинг. На следующий день после того, как прошел инвест-час 12 августа, первым, кто к нам позвонил, это была корпорация развития. И уже в августе мы были на территории вот этого технопарка, смотрели и выбрали вот этот участок самые первые. И вот до сегодняшнего момента нас вела корпорация развития. Они, так надо сказать, мало того, что они откликнулись на нашу просьбу, да, они понимали, что нам надо срочно, а нам надо было срочно переехать, потому что мы находились в 300 квадратах. И корпорация развития пошла нам навстречу. Еще не законченный был этот корпус, когда мы начали уже реконструкцию нашего. Ну, вы еще, наверное, не все станки Нет, перевезли, конечно, да. У нас сейчас вот идет из Турции листогиб. Он уже в Россию заехал, он сейчас на таможню. Сейчас мы надеемся, что к Новому году он уже здесь будет стоять. Мы заказали робот-сварку из Китая, Да. она будет в феврале. Вот, высокоточный, мы теперь сами хотим вентилятор. Сколько человек здесь работать будет? Здесь будет порядка 17, но у нас сразу же строительная бригада. У нас же есть еще строительные бригады, поэтому... которые монтируют, да? Да. Поэтому численность 35 человек где-то. Да, по нашему проекту к 2024 году у нас должна вырасти численность сотрудников до 70 человек. Да? На сегодняшний момент у нас заработная плата на производстве до 60 тысяч. Да? Планируем в 2024 довести ее до 100 тысяч. Здесь, Ради Фаридович, резиденты только субъекты малого и среднего предприятия. Да, я понял, да. Дай бог. Да, поэтому очень стараемся. Большой бизнес пойдем. И нам очень, конечно, очень помог инвест-час. Сразу говорю, что сразу Спасибо. все откликнулись. Спасибо. Вот, Ради Фаридович, тоже еще один инвестор, который сегодня инвестиционный проект. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Ваше хозяйство, да? Да, наше хозяйство. Какой район? Дамилевский район, да. Ага. Хлебобулочные изделия, 100 видов у нас. Натуральный квас, самый высший в республике. Натуральный ингредиент у нас лимонад на сахаре. Вот. Питьевая вода, минеральная вода. Безалкогольные напитки. Вы к нам сегодня на инвест-час Да, пришли, да? да. Давайте квас попробуем, можно? Или у вас нет стаканчиков? Есть. Ну, а наше-то местное предприятие все нормально работает с ними? Работаем, да, работаем. Настоящий Ну, натуральный ни у кого нет такого. Башкирский квас не хотите попробовать? Настоящий. У нас, я говорю, в каждом районе практически вот свой лимонад, вода хорошая, натуральный сироп. Вот очень вкусно. Очень вкусно. Как вас мы не экспортируем еще, Вероника Олеговна. Есть упущение. Судя по всему, даже до Москвы еще не дошел. Не то, что на... Вы не уходите. Спасибо.